99 лет мы вас категорически приветствуем. Юр, поздравляем. не слышит ни одного слова, поэтому все только вот перевод. Добрый вечер. С днем рождения, дорогой Арон Рахмилович. Вот это ухо. В ухо слышит. надо говорить. Больше ему. никакое ухо не только вот это. Одно. Левое. Значит, добрый вечер, Арон Рахмилович, говорят тебе твои гости. Значит, гости, вот в это ухо медленно и четко. Медленно, По-другому разборчиво. Медленно и разборчиво. Поздравляем вас с 99-летием. Да. И очень рады видеть вас в добром здравии. Да, и в полном здравом рассудке. И прогрессирующим год от года. Мы каждый год замечаем то, что вы становитесь сильнее после вашей болезни и мужественнее. Поздравляем вас. Это небольшой возраст, 99 лет. Это не такой большой возраст. Согласен, жизнь только начинается. Да. Все впереди. Конечно, конечно. Это очень правильно. Вы волны бодрости и оптимизма, это главное. Да. Елена Ароновна, какая стоишь там? Чего? так, позвольте вручить вам настоящий сертификат, который удостоверяет Высокая. о том, что вы являетесь и присваиваем вам звание почетного профессора естественных методик оздоровления учебно-методического центра автономной некоммерческой организации спортивно-профилактика лечебная ассоциация волонтеров. А ты Вы сама осознаешь своим трудом Да. подтвердили это звание. Итак, вам присваивается звание почетный профессор естественных методик оздоровления. Это что-то невероятное, а? Ну вы кандидат наук. Кандидат Каких наук? психологический. Психологических. Да. Потрясающий цвет. Цвет преодоления. Вот это зеленый цвет. Такой он Это сильный. бирюза называется, Да, по-моему, это цвет воли, конструктивного мышления и преодоления. Вот это что за цвет? Символ этого цвета. А вот эта буква вам знакома? Которая? Вот это О с двумя точками. А где это с двумя точками? Где На это? фоне. Ну вот, вот это? и вот, и вот. Нет, ну я знаю, что это. Вот это, вот. Нет, Это я не буква знаю. Правильно, знает молодец. Она все Это знает. коми-язык, да? Вот эта буква, я ее назвал генетическая гравитация. Это то, что у Центра комикультуры буква, памятник этой букве, знаешь? Ничего я не знаю. Нет? Так, но вы своим трудом, своими действиями подтверждаете данное. Так, я вот хочу прочитать еще раз и уложить в свое сознание. Да. Прочитайте вслух, пожалуйста. Ой. Дочь Арона по фамилии Толчинская, оказывается, является профессором Почетным профессором. естественных методик оздоровления. Чего? Учебно-оздоровительного методического центра. Так произносится? Неправильно произношу. Вот что значит акцент. Человек, который не знает языка. Автономной организации спортивно-профилактика лечебной ассоциации волонтеров. Я волонтер? Разве? Да. Я волонтер. И альтруист. Да. Бессеребренник, то есть. Ну, какие-то деньги. По большому счету. Какие-то деньги вообще-то мне дают за Ну, это такие относительные, ну. кесарю кесарева, это Ну, называется. Да. Я награждена. Отодвинь свой высший центр. Мне дали, твоей дочери, это для меня дали мне сертификат, то есть документ о том, кем я являюсь в глазах этих замечательных людей. Они думают, что я являюсь
почетным профессором естественной методики оздоровления народа, которая называется музыкальная терапия. Вот я занимаюсь музыкальной терапией. И Костя и Юра, может быть, даже и юноша Даниил здесь присутствует, вот они думают, что это и есть естественная методика оздоровления людей. И твой вклад. Да, и они вот так считают, что это имеет значение в вообще оздоровительных методиках. Положительное значение. За это мне дали вот этот документ. И я с ними согласен. Вот мне очень это приятно. Мне приятно. Ну, по поводу, да, согласия я... Еще порефлексирую. Я подумаю. Порефлексирую. Я подумаю. Я очень благодарна за это внимание. Очень красивая бумага, замечательного цвета, красивого. И мне приятно уважение этих людей. Вот ко мне и к моему труду, конечно. Вот. Но я должна тебе сказать, что без тебя, отклони, без тебя ничего этого бы не было. Это точно. Понимаешь? Это точно. Ты есть источник. Я уже тебе говорила, Да. что ты мой источник. И вдохновитель, и организатор я- всех ее побед. Вдохновляюсь благодаря тому, что есть ты на белом свете в моей жизни. С другой стороны, обратный процесс. Вы здоровы и живы, потому что она пользуется вдохновением вашим и отдает сполна то, что получила. Юра сказал, что это процесс обоюдный, взаимный. То, что ты мне дал, силы, разум, способности, ты мне дал образование, теперь я могу тебе возвратить в виде своей благодарности И заботы. заботы о тебе, чтобы ты жил и жил столько, сколько ты хотел. Да. А ты помнишь, сколько ты хотел жить? Говори. Бесконечно. Всего 127 лет. Вот 127 лет ты А хотел знаете жить. почему 127? Вот говори. Почему? Это будет 2045 год. Столетие со дня победоносного окончания Великой Отечественной войны. Это здорово. в Это, котором я был активный участник. да, это главное наше достояние всей страны. Да. Мы только этим и живем. И ты будешь, может быть, один свидетель этого столетия победы. Да. Ты представляешь, Да. какое преодоление? Молодец. Да. Да. Такое Живи и будь счастлив. И до 127 это только какой-то рубеж. А может он быть и продолжен. Главное не ставить себе ограничений. 127 это промежуточный рубеж. А вообще человек – существо, которое живет вечно. А я тебя буду сопровождать на этом пути. Да. Да. А ты можешь посчитать, сколько будет мне лет? Вот я сколько лет должна тебя сопровождать, вот сколько мне будет лет в эту твою победу, 127-летнюю. Ну-ка скажи. Я достигну твоего Это возраста. надо посчитать. Это надо посчитать. Ну-ка, посчитаем. Сейчас мне не доступно. Хорошо. Я уже посчитала и, напрягая свой, значит, математический интеллект, я пришла к выводу, что мне будет столько же лет, сколько тебе сейчас. Значит, это будет мне, в общем, я обязана, я должна вдохновиться, может быть, даже с помощью музыкальной терапии, Да. дожить до твоего теперешнего возраста. Да. Опять же, в оптимизме, без особой грусти, которая мне свойственна, вот, и в оптимизме и в энергии. Я буду очень стараться, подражая тебе, в самом лучшем, что я вижу, вот дожить тебя, сопровождая на твоем Хорошо, доченька, хорошо. прекрасном пути. Мы вам желаем обоим дожить до этого И дня. вам До этого большая дня. благодарность. Мы тоже, за мы ваше надеемся дожить внимание, тоже и быть за ваше свидетелями. внимание.
Да. Большая вам благодарность, Да. Он дорогие говорит с мои вами друзья. одновременно, только потому что он не слышит ничего. Понял, понял. Именно Ну поэтому. ты скажи, что мы тоже хотим дожить до этого момента и быть свидетелями вот этого момента. Мика. Вот Юра счастливо. сказал, что он тоже, все они хотят дожить до этого мгновения и быть свидетелями твоей победы. Да. Вот, В 2045 да, году. в 2045 году мы все хотим Да. дожить и Быть увидеть. свидетелями. Да, и Да. увидеть. Этой радости. Это совершенно точно, я в Да. этом уверен. Да, да. Так что будем спокойно жить. Так. Будем Вот. жить и радоваться жизни, что мы живем. Записку из прошлого рисую сколков, с этим прошлым подбитие непрочную вид. Жите своей доброты и участия. Даже за это усмешка в ответ. Кто-то в гений вывелся, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось бед. Бед. Никогда не Ни о чем не жалейте. Поздно начали вы. И поздно шли. Пусть другой гениально играет на флейте. Но еще гениальнее. Из Слушаем мы. Но Спасибо. ведь песни бьют из вашей души. Да, да. Молодец. Это чудное стихотворение кого? Кто написал? Это Андрей Дементьев. Дементьев, Наш молодец. современник. Очень Он в талантливый. Да. Москве живет. Много песен на его стихи, да. Чудный, чудный поэт. Чудно. чудно. Умный, Да. умный. И тоже долголетний. Если мне придется быть в Москве с дочкой, то мы навестим Дементьева. Придется, да. Вполне реально. Пап, а ты знаешь, что он тоже ведь долгожитель? М? Вот ему 80 лет, а Да. выглядит он на 15 лет моложе. Да. Он энергичный, он ведет передачу по радио каждую субботу. В телевидении Мы выступает часто. слышим его голос. Это же, вот ты понимаешь, ему даже больше, чем 80 лет сейчас. И он прекрасно выглядит. Да. За счет вот своего таланта Ну, молодой и голос. оптимизма, да. Просто что-то изумительное. Да, да. Восхищение Мгм. такие люди вызывают. Песня посвящается 99-летию Арону Рахмиловичу. Пожалуйста. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Как поют соловьи, как поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, но мы с вами поем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Ты что-нибудь слышал?
Ты слышал, эта песня посвящалась тебе. Я люблю тебя, жизнь. И надеюсь, что это взаимно. Ах, как годы летят. Мы Да. грустим, седину вспоминая. Замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Вот эту песню мы тебе спели сейчас. Вот она посвящалась тебе. Спасибо. Спасибо. Город Сыктывкар, Республика Коми, 13 марта 2017 год. Сегодня исполнилось 99 лет Арону Рахмиловичу Толчинскому. Дорогой, уважаемый Арон Рахмилович, что бы вы хотели сказать, передать потомкам в этот знаменательный для вас день? Что бы ты хотел сказать потомкам в этот знаменательный и замечательный для тебя день? Говори. Я своим потомкам сказал бы, самое главное в жизни человека от рождения до самой смерти – это быть честным человеком. В мыслях, в делах, в поступках. Этому я заведовал всю жизнь. Следовал. Этому завету ты следовал всю жизнь. Да. Это тебе помогало делать свое дело честно. Да, в этом деле моя доченька помогала во всем. Благодаря ее усилиям я, кстати, почти не болел никогда. Не считая, конечно, что я заболел давно уже сахарным диабетом. Но это не помешало мне дожить до 99 лет. И надеюсь, что еще я проживу лет 27. Ну, мы с тобой справимся с диабетом. Ты справлялся все эти годы. Да. Диабет это не самое страшное, что может быть. Так что мы с этим справляемся. Слава Богу. Спасибо. Постараемся исполнить ваш завет для потомков. Вот Юра Мы сказал, подключаемся. Юра говорит, что мы постараемся этот завет быть честными с самим собой и со всем миром. Он сказал, что мы постараемся Да. этот завет выполнить твой. Да. Это самое главное в жизни. Следующий вопрос. Что, по-вашему, такое любовь? Как ты думаешь, вот такой вопрос, как бы ты ответил на него? Что, по-твоему, такое любовь? Любовь? Да, что это такое? Что такое любовь? Любовь – это преданность человека и честность. Все это взаимно связано. Комсомольцем Арон Рахмилович был? Ты был комсомольцем? Он ровесник Да, комсомола. конечно. Я был комсомольцем. Кстати, в учебном институте в Ленинградском. Холодильный институт. Я был членом комитета комсомола. Я был редактором стеной газеты, редактором газеты на досках,
которым мелочи рисовали, а мы всякие события. В общем, много-много интересных дней я провел в молодости. В прошлый раз Арон Рахмилович рассказывал, Это, кстати, мне помогло и войну перенести. вот как раз во время войны вы были Таким же комсомольцем, правилам. либо уже коммунистом? Ты во время войны был комсомольцем или коммунистом? Нет, я уже был членом коммунистической партии. Вы из рядов в 91 году вышли коммунистической партии или нет? Ты вышел из партии или нет в 91 году? Да, я вышел из партии, когда наши войска в Праге совершили нечестные поступки. Какие? Это понятно. Ну, я уже забыл, как они называются. Понятно. А когда это было? Пражская весна. Это Пражская весна была, да? Да, да. А какой это был год? Ты не помнишь? 68-й, по-моему. Это был год. А на 1968. Тоже я Вот подумал. Юра говорит, что это был 1968 год. Да, Да. Значит, ты тогда вышел из партии, да? да. Это вы написали эту книгу? Да. Нет, это он мне диктовал, а я-то... Какой год? 13-й. В Санкт-Петербурге издали, да? Да, в Санкт-Петербурге. Книжка про Арона. Так, а это Это его справочник. справочник, который он написал, в соавторстве. Но это его очень большая, серьезная работа. Половина книги. Так, вопрос сейчас будет по поводу этого Справочник. справочника и про Книжку. орден Красной Звезды. Понятно. Сначала про орден Красной Звезды. Задайте вопрос, когда и за что он получил. Вспомни, за что ты получил и когда. Орден Красной Звезды. Орден Красной Звезды. Это вот этот. Да. Это было в Венгрии. А за что? Наши войска поднялись и уехали, меня не предупредив. Я проснулся и видел, что наших войск уже нет. Я тогда повелел своим товарищам, с которыми я остался, Когда он рассказывал про это, когда он проявил смекалку, вернулся, да. поехать искать свои войска. И нашел. Да, обманул, да. Как ты обманул немцев? Вот это расскажи. Немецкие танки вошли, утром это было, тот поселок, в котором я спал. Я проснулся, увидел, что промелькнули немецкие танки и мотоциклисты немецкие. И я сообразил, что надо стать хвост к этим немцам и поехать в противоположную сторону. Они вправо, я налево. И, кстати, к счастью моему, я угадал. Наши войска пошли налево. Я их догнал. Кстати, на Студебекере, американской грузовой машине,
я увидел сейф с партийными документами, которые всегда я их должен хранить. Тебе доверили документы, и ты их смог И я достать. их сохранил и спас. И за это ты получил И за орден. это я орден Красной Звезды получил. Понятно. И это было в Венгрии, да? Это было в Венгрии. На озере Балатон. Озеро было. Да, так, спасибо. Там такое Так, озеро есть. здесь справочник «Основы конструирования и расчета химической аппаратуры». Это справочник, который ты создал. Твоя это одно из твоих творений, так Да. сказать. Твоя работа очень актуальная, интересная и нужная. Кстати, насчет справочника. Пожалуйста. До меня пытались писать монографии по химическому машиностроению, справочники, но они не прижились. Но этот справочник прожил долгую жизнь и живет еще до сих пор. Им пользуются. А в каком году ты написал, ты помнишь? Когда была книга написана? В 1963 году первое издание. В 1972 году Второе, да? второе издание. А последнее помнишь, когда было? А последнее я уже не помню. 2010 год. Да. Так, и главное ноу-хау, инновация Арона Рахмиловича заключалась тогда в чем? Что он предложил по поводу метростроения? Что? Напомните. Ну-ка ты вспомни, что ты придумал, когда пришлось спасать метро от затопления. Вот эту историю кратко можешь ты вспомнить? Что там было? Ой, когда. Это было между средней рогаткой и академической. Это площадь Мужества в Да. в Ленинграде. Да, в Ленинграде. Ветка между площадью Мужества и Академической, да? Да, да. Метро. И что там Да. произошло в этом метро? Там прошло попадание плывуна жидкой жижи между неплотными тюбингов. То есть попадала вода из И Невы. и нужно было срочно заморозить этот плывун. плавун, да. Иначе беда. Ленинград лишился бы своего метрополитена. Ну, на этом участке лишился бы, да? Вот. И я делал предложение, как это сделать. Как заморозить плавун? Послушали, что да, меня вызвали в обком партии и спросили, что нужно предпринять, чтобы решить эту задачу. Я сказал, что всего Советского Союза надо свести жидкий азот, температура кипения которого минус 196 градусов. И вот с помощью жидкого азота заморозить шахту. Так и поступили. Целый месяц шла борьба за это. И наконец достигли успеха. Чем вас поощрили? Была какая-то награда за это? Да, награда была 5 рублей. Смешно, правда? Неужели 5 рублей, пап? Да. Не может быть.
Да. Ты говорил, что была премия твоему отделу. А? Отдел твой получил премию. Какие 5 рублей? Нет, не помню, кто это. Нет, ты говорил, что была премия какая-то. Ну, весь отдел ведь работал над этим, а ты все это придумывал. Да нет, отдел весь не работал. Ну ты работал, но ты же получил Нет. какое-то награждение за это. Да не помню. Все, он не помнит. Ну, была Спасибо. какая-то награда, Спасибо. была. Это давно. А по-моему, премию получил он какую-то государственную, я Что-то помню. было такое. Да. Ну, у нас в книге, по-моему, об этом написано. Я потом найду. Да. Что написано в книжке про тебя. Ты помнишь, что про тебя книжка написана? Да. Помнишь. Спасибо. Помнишь. Спасибо тебе. Спасибо. Книга. Толчинский Да, Арон да. Рахмилович. Так, эту книгу написал кто? Дочка. Он диктовал текст, я записывала, редактировала текст. Так, это вы Во время в войны. юности, во время войны. Да. Так, Это военная. книга издана в Санкт-Петербурге в 2013 году. Мгм. Так, и годы жизни, деятельность. Так, это дочь Поликлиника. Елена Ароновна с любимым папой. Папа еще жил в Петербурге тогда. Так, эта книга содержит. Нет, в 13 году он же здесь. Уже жил. здесь. Здесь Да, был, да. здесь, конечно. Он тут живет с 2012 Так, очень книга интересная, замечательная. лет. Так, молодец. Дочь Это Елена. была моя благодарность. Вот я так выразила благодарность отцу, что он моя защита. Я очень, вот я хочу тебе повторить, что я очень защищенный человек, благодаря тебе. И мне было очень интересно вот эту книгу про тебя издавать. Понимаешь? Интересно те события, которые ты мне рассказывал, о своей юности, о своем детстве, вот о своей работе. Хоть она далека, твоя работа, от меня, как луна. Понимаешь, это совершенно деятельность мне далекая. Но она мне очень дорога, твоя деятельность. Знаешь почему? Потому что ты творческий человек. И этим мы с тобой близки. Мы творческие люди. Вот ты занимался творчеством в своем деле, а я в своем. И оба счастливы от этого. ты знаешь, я вот могу себя назвать счастливым человеком, и источником этого Да. счастья, моего теперешнего, являешься ты. Раньше я так не чувствовала это, а теперь я очень ярко это ощущаю, что благодаря тебе ведь состоялась моя судьба, когда я могу себе позволить себя назвать счастливым человеком. Так, это вот Вторая половина это авторское свидетельство. авторские все его изобретения, это его вклад. Ну, получается, Вторая что часть книги, папа у вас кандидат технических наук, да, а вы психологически. психологических. Музыкотерапевт, и в то же время с сегодняшнего дня вы являетесь Профессор. почетным профессором естественных методик оздоровления. Это благодаря доброму ко мне отношению Кости. Так, и книга с каких экземплярах издана? Но она востребована. Вот человек живет до тех пор, пока он востребован. У меня осталась одна только, одна. Там было мало количество экземпляров, малое, для близких самых. Но она существует во всех библиотеках. В Сыктывкарской библиотеке, в Ухте, в этом комбинате газовом-то, Газпром там, потому что он там работал в Ухте. Она существует в библиотеке института, где он проработал 52 года, в публичной библиотеке. И у наших друзей есть эта книга. И вот последний экземплярчик остался у меня, у нас с
Так, и, возможно, последний вопрос. Елена Ароновна, что, по-вашему, такое любовь? Любовь – это сильнейшее переживание особой близости духовной с человеком, которого любишь. Любовь сопряжена с ответственностью за жизнь и здоровье любимого человека, с ответственностью за свое состояние души. Вот это главное. Вот без этого, наверное, невозможно соединение двух человек, которые любят друг друга. Любовь бывает разная, но это всегда ответственность, верность. Ну, я могу согласиться с отцом, что это честность отношений. И, конечно, это трепет, это трепетность, это трепетное чувство. Там много нежности. Еще раз, с днем рождения. Дай Бог здоровья, любить и быть любимым. Дорогой Арон Рахмилович. Еще раз, все тебя поздравляют с днем рождения. Быть любимым, вот это ощущение твое быть нужным, это и есть ведь счастье, понимание, зачем мы живем, смысла. Ты дал другим жизнь, ты нам дал жизнь всем. Ты посмотри, сколько у тебя внуков и правнуков, а? Ты посмотри, как продолжается твой род. Я в высшей степени удовлетворена. В последнее время я очень люблю одну пьесу, которую я хочу сыграть вам. Это такая лирика, мягкая, нежная. И это музыка для всех, кто здесь есть.
тех, кто знает эту музыку, я прошу прощения за несколько фальшивых нот. Да, Нормальному человеку свойственно ошибаться.